Здравствуйте, добро пожаловать на Здравствуйте. наш прямой эфир. Как ваше настроение? Благодарю. Замечательно, Хорошо. как ваши. Давайте же перейдем к первому вопросу. Айсулу, в официальной риторике часто можно услышать, что молодежь является главным приоритетом государственной политики. Однако в то же время встречаются экспертные комментарии о безучастности, инфантильности молодежи. Хотелось бы узнать у вас, как у эксперта, долгое время работающего в этой сфере, мнение о молодежи и о молодежной политике в целом. В общественной дискуссии действительно, к сожалению, нередко можно встретить о том, что тезис, что молодежь у нас такая самоотстраненная, какая-то незрелая, несмышленная. Но я считаю, что это ошибочный стереотип. Просто Если вы чуть-чуть зависли. да, я вот выключила Wi-Fi. Я надеюсь, так будет получше. Нормально, да? Да, хорошо. Вот, и что а, топовые политические подкасты сегодня это ведут вот молодые люди, да, Замандас, Допсёс, Айтпа, там, например, Обожаю, За нами выехали, все эти, Нурсултан Куман, Журтун Баласы, все это ведут тот же самый Сырым Мыткулов, да, молодые люди, все люди до 35, даже, ну, гораздо моложе. Это показатель того, что молодежь не просто наблюдает, а участвует уже в формировании повестки и даже дает какую-то собственную оценку, свой анализ, да, так сказать. Также это подтверждается и нашими социологическими исследованиями научно-исследовательского центра. Например, наши замеры показывают, что только 26,3% респондентов не интересуются политикой. 53% опрошенных участвуют, например, в волонтерской, добровольческой деятельности. 4,8% планируют участвовать. То есть они уже вот волонтерская деятельность, это же тоже общественная деятельность, связана с социумом, да, в первую очередь. И молодежь выходит из тени и демонстрирует уже откровенно свою сопричастность и соучастие. Вот. Спасибо. Следующий вопрос. Нужна ли государству самостоятельная молодежь? Тут я даже больше скажу, что государство даже поощряет вообще всю инициативу молодежи. Все реформы последние нашего президента, если так пронаблюдать, они все как выглядят как приглашение молодежи выйти из роли такого опекаемого и стать равноправным участником. Даже вот это вот кто-то скажет, ой, да как-то как тривиально звучащее, да, что не для молодежи, а с молодежью. То есть мы выходим из позиции опекания, все для кому-то, а вместе давайте, как вы хотите, как вы это видите. Создаются условия, стимулы, чтобы молодежь раскрывалась, самореализовывалась, достигала успеха. Это будет такой мультипликативный, потому что эффект иметь, если молодежь будет идти по этим путям. Хотелось бы отметить, вот, что за этот неполный год Министерством информации и общественного развития были осуществлены серьезные качественные изменения в молодежной политике, да, о чем мы сегодня говорим, что в законодательстве внесли поправку, и в результате возраст увеличился до 35 лет. Это новая концепция молодежной политики принята, где утвержден переход вот этот как раз-таки от принципа для молодежи с молодежи. То есть, другими словами, государственная молодежная политика, она должна реализовываться центральными государственными органами и местными исполнительными органами не вертикально, как да, мы привыкли, а горизонтально, с большим участием молодежи в процессе принятия решений. Вот, поэтому государству, я думаю, нужна самостоятельная молодежь. Спасибо. Вот в СМИ все чаще поднимается проблема лудомании, то есть распространение наркотиков, насилия среди молодежи. Действительно ли это настолько актуально и не слишком ли это раздуто по сравнению с другими насущными вопросами в наше время? Благодарю, Айлин, за вопрос. Знаете, вот тут очень такой действительно вот конец вопроса, не раздуто ли по сравнению с другими насущными, если мы так будем все сопоставлять и всегда говорить, что вот экономические вопросы и так далее, они всегда на первом месте, да, однозначно, да, по пирамиде потребностей Маслоу у нас первые закрываются базовые потребности молодежи, действительно, без жилья, крыши над головой, без еды, чем питаться, сложно говорить о других вопросах, но нам нужно не забывать, что наша государственная молодежная
политика всегда направлена на то, что создавать условия не только для просто молодежи, но и поддерживать социально уязвимые категории. А именно как раз-таки лудоманы, наркозависимые, жертвы насилия, они и относятся для нас к социально уязвимой категории. Они особенного внимания требуют и адресной работы. Поэтому я не считаю, что это раздутая проблема. Это действительно сейчас у нас мы бьем тревоги, да, потому что эмпирические данные вот как раз-таки нашего центра тоже подтверждают определенный рост количества молодых людей, которые играют в азартные игры и отмечают сами это как вредную привычку. К примеру, в 2022 году 1,2% молодых людей заявили, что играют в азартные игры, а уже в 2023 эта цифра составила 3%. Но мы же с вами понимаем, что дело не в честности того или иного, да, среза респондентов, а действительно, даже при том, что многие скрылись, все равно этот показатель вырос. В то же время 39,5% опрошенных молодых людей отметили, то есть почти 40%, что много времени проводят за компьютерными играми. То есть это не их мама, папа сказали, они сами это признают. Согласно итогам социологического исследования, есть корпоративный фонд «Будущее без наркотиков». Там наши партнеры, да, там Жандос Ахтаев является исполнительным директором. 69,4% опрошенных жертв суицидальных попыток в Казахстане в возрасте 17-25 отметили, что пошли на этот шаг из-за неподъемной какой-то финансовой задолженности перед онлайн-казино, букмекерскими конторами и так далее. То есть эти данные свидетельствуют о том, что обозначенные проблемы могут быть и взаимосвязаны между собой, правильно? Здесь нельзя исключать и в первую очередь психологический фактор. Например, психологи, которые многие годы работают с жертвами зависимости, что отвечают, что зачастую такая вот системная, да, черта, детские травмы и конфликты в семье могут быть факторами, порождающими, побуждающими к лудомании или наркозависимости. В целом, эти вопросы требуют комплексного подхода. Важно отметить, что мы не должны только лишь бороться с последствиями, да? Нам нужно научно обоснованным путем выявить конкретные причины и перейти к превентивным адресным мерам. Это выгодно с точки зрения и государственного, и бюджетного, и просто даже идеологического планирования, так сказать. Айсулу, спасибо за такой ответ. Далее хотелось бы узнать, какие еще тренды характерны для молодежной среды и чего мы можем ожидать в будущем. Вот говоря о трендах, хотелось бы выделить несколько, которые, по мнению самой молодежи, актуальны сегодня. Почти половина респондентов, это 48,2%, отмечают таким трендом, это финансовая независимость. И мы это можем видеть, да, потому как молодежь хочет заработать где-то быстро, где-то, может быть, какими-то не совсем, да, легальными путями, вот что это другая сторона медали, но это тренд. Далее, частичная или удаленная занятость, 26% как тренд, то есть мало кто хочет сидеть с утра до вечера привязанно к одному офису, да, все после карантина привыкли к вот этому какое-то фрилансерству, мобильность и так далее. Рост религиозности 14,4%, отсутствие авторитетов и лидера мнения в лидеров 11,4% и свобода самовыражения и участия в митингах 10,2%. Это вот такие тренды, то есть такие результаты выбора молодых говорят о том, что в поколении, которое отходит от традиционных форм, это вот растет поколение самореализации, занятости и патернализма. То есть меняются ценностные установки. Сегодняшняя молодежь, она свободна, независима во многих параметрах. Это не должно только в такой негативной коннотации как-то, да, восприниматься. Это наоборот. Многие из них возрождают, обогащают нашу культуру, в том числе через свободу самовыражения. Поэтому мы можем видеть все больше имен молодых в глобальном культурном пространстве со временем, благодаря этому. В этом году, кстати, год такой, что вот День молодежи был буквально, да, в августе, пару недель назад, и в
в риторике ООН он прошел под лозунгом «Лидерство молодежи как агентов перемен для достижения глобальных целей». Вот так в мировом тренде вот идет, что молодежь — агент перемен. Хотелось бы отметить, что и успешное национальное развитие тоже должно быть соразмерно с уровнем вовлеченности и развития молодежи. Ведь молодежь в Казахстане — это одна из самых многочисленных социально-экономических групп. То есть по последним данным, если брать до 35, то это треть страны фактически. Их запросы, интересы напрямую отражают состояние общества, так как каждый третий житель, да, у нас входит в молодежь. Поэтому нам важно, получается, определять общий вектор развития с учетом того, что сегодня хочет наша молодежь, как на национальном, так и на международном уровнях. Спасибо большое. Спасибо за присоединение к проведению такого красивого интервью в прямом эфире. Я желаю вам хорошего дня. Благодарю, Айлин, спасибо вам, удачи вашему каналу. Я надеюсь, что у вас будет еще больше подписчиков, больше просмотров. Следим, болеем всей душой, всегда готовы делиться последними свежими данными и, так сказать, контактами молодежных экспертов. Спасибо большое. До свидания. До свидания.